я бы о том, насколько нас там с тобой, коллег наших использовали ради спасения Аркадия, сейчас бы не говорил. По большому счету, вообще в дальнейших размышлениях на эту тему я бы хотел, чтобы Аркаши не было. Именно по той причине, что он есть. Он жив, он здоров, и дай бог ему здоровья. А теперь можем поговорить о том, что будет дальше. А вот дальше, конечно, использовать можно кого угодно. То есть, если мы остановим наши размышления о вовлеченности внешнего мира в неких процессах службы безопасности Украины, то они меня не интересуют до момента спасения Бабченко. После момента спасения очень интересуют. Я бы обратил внимание тут на ключевой, на мой взгляд, момент. Это встреча Аркадия с президентом Украины сразу после его, ну не спасения, а объявления о его спасении. И тут, конечно, опять еще раз, да, не к Аркаше обращаем внимание, не на Аркадия, а на Петра Алексеевича Порошенко, который говорит фразу «все произошедшее было экзаменом, который прошли не все, к сожалению, и теперь мы знаем, что у нас в стране есть пятая колонна, условно». Вот с этого момента, когда глава государства говорит фразу «пятая колонна», в принципе, использоваться начинают все. И пятая колонна, и не пятая колонна, и журналисты, и политики, и да, предвыборная кампания, и да, оппоненты Порошенко. Вот с этого момента Петр Алексеевич Порошенко историю Аркадия Бабченко стал использовать как политическую историю. То есть фактически присвоил себе, конечно, вот это просто спасение. в тот момент, когда сказал, что не просто присвоил, бог с ним, он глава государства и глава силового блока. Он сказал о том, что это был тест на гражданскую сознательность. И этот тест не прошли кто? И далее по списку: Михаил Саакашвили, Юлия Тимошенко, наши с тобой коллеги, международные организации, которые тут присутствуют. Но это, я думаю, в меньшей степени волнует Порошенко, нежели его непосредственные политические оппоненты. Дальше происходит история со списком, в который входят наши коллеги, и не только журналисты, но, как я понимаю, и политики. А дальше появляется самое интересное — разговор о том, кто в этот список не вошел и почему. То есть мы видим, как конкретная спецоперация конкретных офицеров Службы безопасности Украины и контрразведки Украины используется в политических целях, безусловно. И дальше будет только интереснее, поскольку вообще сам такой формат, знаешь, полсотни журналистов привлечь под подписку, дать им охрану. То есть единственный вопрос к этому списку у меня, знаешь, какой? Зачем это делать публично? Зачем это делать публично? Вот есть 47 человек. Вызовите Евгения Алексеевича Киселева. Он человек разговорчивый. С удовольствием часов 6 посидит, с вами побеседует, подпишет все бумаги, дайте ему охрану. И пусть пойдет дальше работать. Ну, то есть огласка нужна была... В истории с Аркашей она была нужна, безусловно. Да, в том-то и дело. Потому что и в том числе нужно было сказать, что он умер, и сказать, что она жил. Просто для того, что, как они рассказывают, поймать эту цепочку. Но в случае Матвея Гонопольского с Татьяной Даниленко, зачем это делать? А теперь какой-нибудь сумасшедший человек, который давно имеет зуб на публичного журналиста, да, может бизнес, может не бизнес, может личное, может сделать все, что угодно, потому что списать это можно будет на великого людоеда современности Владимира Путина. Но вот мне кажется, в этом смысле, и я сомневаюсь глубоко, что эта инициатива оглашения этого списка принадлежит Службе безопасности Украины, которая, ты думаешь, по сути, это политический блок, мне кажется, решает такие вопросы, поскольку, ну, слушай, уж насколько деньги любят тишину, то спецслужбы ее любят еще больше, да, еще больше. И уж, конечно, Грицак, о котором я слышал, что это профессиональный разведчик, профессиональный чекист, или как, даже не знаю, когда он начинал, кстати, как его корректнее назвать, человек, который понимает в своей профессии многое. Да? А тут вы просто создаете бесконечное обсуждение того, кто вошел, кто не вошел. Мне кажется, это странно.